субъект утверждал 8 лет, что украинский и русский язык практически один и тот же, что это один народ. Я хочу заверить всех присутствующих, что это совершенно разные языки, абсолютно разные народы, и сегодня весь мир в этом убедился. Я очередной раз искренне благодарен украинскому народу, украинскому руководству, украинскому народу за то, что они доказали всему миру, что тот, кто придет с мечом, от меча он и погибнет. Просто весь мир, наблюдая все 8 лет над теми высказываниями, той антиукраинской пропаганды, которую все эти годы вела Россия, были уверены в том, что Путину удастся за несколько дней покорить Украину, и практически мир с этим смирился, и они были готовы признать этот факт покорения Украины, факт демонтажа и демилитаризации и денацификации. Хотя они с этим были не согласны, но они не были готовы к тому, чтобы сразу возразить. И это, с одной стороны, было понятно. Во-первых, у них был очень горький опыт, когда они делали очень серьезные ставки. Это, допустим, к примеру, Грузия, которую они 8 лет обеспечивали, содержали, укрепляли, поддерживали. А война, российская агрессия, закончилась буквально через 5 дней. В последующем 20 с лишним лет Афганистан. Они столько денег вложили в эту страну и подготовили якобы, но это тоже через месяц все это рухнуло. И в этой ситуации, конечно, их можно было понять. Не понимая, куда вкладывать деньги и кого поддерживать, они не хотели этого делать и решили понаблюдать. И тем более у них тоже с Украиной был тоже горький опыт. Мы помним 2014 год, когда, в принципе, Крымский полуостров без единого выстрела Путину удалось оккупировать. И вот, исходя из всего этого, сначала сложилась такая ситуация, что у Украины нет шансов. Но именно украинский народ доказал всему миру, как надо бороться и чем можно жертвовать во имя свободы и независимости. И поэтому вы стали сегодня подражанием для всех народов, для всех колониально зависимых народов самой России. Вы стали гордостью, и вы примером подражания. Поэтому я еще раз вам искренне благодарен за то, что вы миру внушили и дали понять, что сила – это не все значит, это не значит все. Дух народа – это значит все. И вы, украинский народ, проявил этот дух, показал всему миру. И сегодня, благодаря вот тем событиям, или из-за тех событий, которые сегодня переживает Украина, у многих народов появился шанс. В частности, скажем, о Кавказе и народах Северного Кавказа, это и всех кавказских народов, в основном тех, которые сегодня официально находятся в колониальной зависимости от России. Когда 18 октября Рада приняла постановление о том, что признала Ичкерию, Чеченскую республику Ичкерию, временно оккупированной, это был очень серьезный политический шаг, и это был очень серьезный сигнал и месседж народам не только Кавказа, но и всем колониально зависимым народам России. И поэтому у нас есть абсолютная уверенность в том, что если Украина сегодня будет продолжать в том ключе, что от того российского государственного образования, которое начало эту войну 24 февраля 2022 году, что этого государственного образования не должно быть на карте мира. И только это может гарантировать и украинцам, и колониально зависимым народам от России, да и всему международному сообществу гарантия безопасности. Сегодня мы и мир имеет дело с абсолютно нелегитимным государственным образованием. Это практически террористическое государственное образование, и это началось не сегодня и не год назад. Становление этого государства и ее конечный итог, к чему они пришли, началось с Чечни. И не с Путина далеко, а с русистов и с России. И у России есть традиции. Мы непосредственно, наши народы сталкивались с этим все эти годы противостояния несколько сот лет. Мы стали свидетелями, в любом случае, я имею в виду, народы наши были свидетелями развала Российской империи. То есть развала не получилось, получилась трансформация Российской империи в Советскую империю.
В последующем мы как бы наблюдали за тем, что как разваливается Советская империя. Опять-таки развала Советской империи не произошло, произошла трансформация России, Советского Союза в СНГ. И вот только сегодня, благодаря год назад, именно украинцы показывают, что СССР и Российская империя начинают разваливаться. Этот процесс начался только год назад. Хотя в истории они уже отмечены как распад империи, Советской империи. И сегодняшняя псевдодемократическая Россия, она является абсолютно идентичной той Российской империи. Они империалисты, они таковыми были. И сегодня самое главное для меня, что я хочу отметить здесь, не столько чеченские вопросы, чеченская тема, анализ тех событий. Мы это делали уже. Но, пользуясь случаем, имея вашу вот здесь вот аудиторию украинцев, я хочу еще раз предостеречь украинцев, украинский народ и украинское руководство от того, чтобы они обманулись и дали себя обмануть. Сегодня в мире идет очень серьезная работа, и эту работу проводят так называемые русисты, либеральные с человеческим лицом. Я разделил русистов на две категории. Буйствующие отморозки, русисты, и либерал, так называемые демократы, русисты, которые пытаются сегодня во что бы то ни стало сохранить Россию. Первые, буйные, пытаются это делать, не жалея своих сил и жизни, делать это, продолжая войну, а вот так называемые либеральные российские демократы, находящиеся здесь, пытаются это делать, используя свои средства, нанимая лоббистские группировки и убеждая мир, что Россия должна сохраниться в тех границах, в которых она начинала эту войну. И это будет очень большая ошибка и украинцев, и украинского народа, и всего международного сообщества. И поэтому я считаю, что разговаривать нужно с теми, кто сегодня заявляет и показывает, предъявляет миру план демонтажа Российской империи. Если у них есть наработки, как это должно произойти, и как они это сумеют сделать, или как они это видят, вот с этой категорией людей, либералы они, я не знаю кто, с ними можно разговаривать. Но с другими, которые пытаются сегодня убедить мир, что Путин плохой, а вот сменив Путина на хорошего Муткина, что все будет нормально, не будет. Мы это уже проходили. И поэтому ни в коем случае нельзя себя дать обманывать. И ни в коем случае международному сообществу нельзя допустить третий раз ошибку. Первая ошибка была тогда, когда здесь сейчас спикеры затронули о кавказском проекте, о Кавказе. Это когда Российская империя разваливалась. В 18 году было создано государственное образование на построссийско-имперском пространстве. Это был Кавказ, который заявил о своей субъектности и государственности, Конфедерация народов Северного Кавказа, которые заявили о создании Горской республики государства. Это была Народная республика Украины, которая восстановила свою государственность. И между этими двумя субъектами тогда были подписаны соглашения, я вашим политикам это отдал, в 2019 году о взаимодействии и взаимопомощи и поддержке. Но что произошло? В результате вмешательства Запада и западных стран эти оба государственных образования были разрушены. Дело в том, что белогвардейцы, которые поддерживаемые западными странами, когда начали восстанавливать Российскую империю, они начали именно с Кавказа. И Деникин сделал это заявление «Россия единая и неделимая». То есть Деникину одному не удалось бы разрушить ни Кавказскую Горскую республику, ни Народную республику Украина. Это было сделано руками Запада и западных стран. Первая ошибка была допущена. Но мир, к сожалению, в 90-е годы не осознал, не дал оценку тем событиям, и в 1994 году Украину заставили, вынудили практически отказаться от ядерного оружия и тем самым обрекли Украину на ту войну, которую она сегодня ведет. И точно так же, чтобы начать эту войну, восстановленное государственное образование, Чеченская республика Ичкерия, в результате российской агрессии было разрушено. И мир отдал Чечню на откуп, не понимая того, что, хотя мы заявляли, что это только прелюдия
эта война в Чечне была начата для того, чтобы завоевать Украину, Грузию и другие постсоветские страны. Но, к сожалению, тогда мир это не понял. Теперь третий раз мы стали перед дилеммой, быть или не быть. И поэтому я уверяю вас, мы не должны обмануться. И сегодня слово Украины, оно доминирует в международных делах и международной политике. Хотите вы или нет, вы стали сегодня носителями и лидером свободного мира. И вы это доказали, что вы это заслуживаете. Но если вы успокоитесь на том, что Украину примут в НАТО и Европейский Союз, и вы оставите все как есть, вы обрекаете себя на очередной этап геноцида и реванша России. И вы будете ответственны за то, что другие народы, и кавказские, и другие народы останутся в зависимости и в колониальной зависимости России. Это напрямую будет уже на вашей совести. Потому что история дала вам шанс. Сегодня весь мир стоит за вами, весь мир вас поддерживает. И все будет зависеть от того, какую позицию вы займете по отношению к империи и к имперским амбициям России, и по отношению к жертвам этой империи. Если вы поддержите эти жертвы и дадите возможность им освободиться и восстановить свою государственность, в этом случае вы можете считать, что вы в полной мере выполнили ту миссию, которая возложена на вас Всевышним. Я в этом абсолютно уверен, что это определенная миссия у украинского народа. Освободить человечество от этого зла. И вы с этим справляетесь. И наша задача сегодня помогать вам во всем. И в политических, и экономических, и военном отношении. И мы это делаем, и мы это будем делать. А относительно нашей независимости и нашей свободы, она напрямую связана с тем, как закончится война в Украине. Именно поэтому, если речь идет о том, почему признала, как называется конференция, Европа. Европа признала нашу независимость еще в 1997 году. 50 стран Европы, ОБСЕ, они провели выборы на территории Чечни, и в протоколе этой организации записано, что выборы в 1997 году проведены на основе Конституции Чеченской Республики, принятой в 1992 году. А в этой Конституции с первых строк прописано: Чеченская Республика – независимое суверенное государство. И поэтому, да, в последующем нас мир предал. Но и сегодня Украина первой почувствовала и узнала, испытав на себе все эти тяжести войны и ту клевету, на которой готова Россия, первыми осознали, что мы были жертвами. И вы сделали нам подарок, и не только нам, но и всему миру, и всем другим республикам, и странам, и народам, которые находятся в колониальной зависимости. Вы вдохнули второй этап жизни, потому что эти народы, в свое время провозгласив независимость и объявив о своем суверенитете, именно благодаря тому, что международное сообщество, так же как и с Украиной, разоружение Украины, вынудили их подписать федеративный договор, который Россия, в принципе, нарушила через 10 лет. И нас мир и Запад обвинял в том, что мы не пошли на подписание так называемого татарского варианта. Мы не пошли, потому что мы не знали, что этот договор и соглашение не имеет абсолютно никакой перспективы. Что эта империя, она осталась империей, просто поменяла форму. И это говорил наш и президент Джохар Дудаев, и президент Грузии Зиад Гамсахурди. Но их не услышали. Но сегодня слышат президента Украины Зеленского. И он очень хорошо сегодня ведет и настраивает работу в международных делах с тем, чтобы этой страны больше не существовало. Благодарю за внимание. Я очень извиняюсь, если я у вас отнял время, но в любом случае я думаю, что тема была та, о которой мы сегодня должны были говорить. Спасибо.